Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе. О нарушениях в рыбном промысле и их устранении. Рабочее совещание в правительстве. Прощание с ученым в Сухуми проводили в последний путь Эмукилба. День открытых дверей в коридорах власти. Проект Госкомитета по молодежной политике в действии. Вопрос нарушения законодательства в рыбном промысле обсуждался в Кабинете министров на рабочем совещании, которое провел премьер-министр Республики Абхазия Беслан Барцыц. Помимо членов правительства в совещании приняли участие представители общественности, предпринимателей из сферы рыбного бизнеса. Есть соответствующие законы и распорядительные документы, и их строго придется всем соблюдать, отмечалось на встрече. Глава правительства напомнил об особых 500-метровых прибрежных зонах, где запрещается проведение рыбного промысла, о выявленных нарушениях и о том, какие приняты меры по их устранению в материале Ренаты Шакая. Рыбный промысел в Абхазии – это одна из бюджетообразующих отраслей. Согласно данным Госкомитета по экологии и охране природы, в абхазскую акваторию Черного моря заходит около 110 тысяч тонн хамсы, из которых 40% разрешено к улову. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходится с декабря по март. Ежегодно во время путины у побережья нашей страны стоят на рейде иностранные суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих комбинатов. В этом году их 30. Бытующее мнение у населения, что это турецкий флот, они вылавливают всю рыбу нашу и увозят. Но это немного не соответствует действительности, поскольку вся рыба, а в основном это хамса, вся рыба перерабатывается на заводах, на месте здесь у нас. Путина началась не поздно, путина началась вовремя, как обычно, всегда. Постановление по открытию путины было в середине декабря. И, как правило, и как показывает практика, чтобы освоить ту квоту, достаточно времени до конца марта. Но если вдруг этого времени не будет достаточно, то в зависимости от промысла мы можем продлить срок. Как можем продлить и срок, так и можем сократить. Если квота будет выработана заблаговременно, мы закрываем путину. Беспокойство жителей Гагры и Пицунды оказались не беспочвены. Буквально несколько дней назад российские пограничники, взаимодействующие с абхазскими экологами, сообщили о нарушениях ловли рыбы. В районе бухты Пицунда 8 зафрахтованных рыболовных сейнеров нарушили 500-метровую зону. Нарушений, да, однозначно не имеются. Нам доложили, какие это корабли, и с капитанами наши сотрудники вчера и позавчера имели обстоятельный разговор, выясняя обстоятельства, почему так произошло. И сегодня коллеги мои занимаются составлением протоколов, и затем будет вынесено постановление по каждому нарушению. То есть без внимания это все не остается. В этом году, согласно постановлению Кабинета министров, квота на вылов рыбы у берегов Абхазии составила 35 тысяч тонн с допустимым уловом до 40 тонн. На сегодняшний день вообще надо сказать, что не очень активно идет хамсовая путина в этом году. Если в прошлом году на этот период было выловлено около 25 тысяч тонн, то на сегодня только 5 тысяч, чуть больше 5 тысяч тонн. По данным Института экологии определена квота 35 тысяч тонн, а общий допустимый улов он составляет 40 тысяч тонн. Но правительство, ссылаясь, очевидно, на экономические показатели и пополнение бюджета, произвело корректировку этих цифр. Экологи внимательно наблюдают не только за путиной, но и за способами рыбного промысла. К примеру, с 2003 года наложен запрет на лов донным тралом, а вот к разрешенным методам ловли относятся кошельковые и пелагические тралы.
Но вопрос сегодня в другом. Разноглубинный пелагический трал несложной конструкции, и его легко можно переделать в донный трал. Как утверждает Савелий Читанава, выявить подобные нарушения пока не удалось. Но сегодня уже идет речь о том, что в акватории Абхазии и на пелагический трал будет наложен запрет. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Открыта горячая телефонная линия для приема любой информации о правонарушениях со стороны рыболовецких компаний. Каждый, кто обнаружит нарушение, может позвонить по номеру 936 90 46. В Галле прошла 42-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. На встрече продолжилось обсуждение ряда вопросов, среди которых убийство гражданина Атхазория, произошедшее 19 мая в селе Хурча, факт похищения гражданина России Петросяна, покушение на начальника отдела Министерства обороны Парцхолаглы. На встрече также обсуждался ряд других вопросов. Было достигнуто соглашение о проведении следующей встречи МПРИ 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия за 4 дня с начала регистрации зарегистрировано 73 инициативных групп и 1 политическая партия по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Напомним, процесс регистрации продлится до 10 февраля включительно. По данным Центра избиркома, наибольшее количество инициативных групп зарегистрировано в Сухумском избирательном округе номер 4, Северном – 6. В Синопском избирательном округе номер 5 зарегистрировано 5 инициативных групп. Сегодня общественность Сухума простилась с выдающимся абхазским ученым и общественным деятелем Эммой Килба, которая ушла из жизни 21 января на 64-м году после тяжелой болезни. Отечественная наука понесла утрату, которую без преувеличения можно назвать невосполнимой. Соболезнования родным и близким Эммы Кеминовны направил президент Абхазии Рауль Хаджимба. О незаурядном человеке, с именем которого связана целая эпоха научных открытий, расскажет Денис Варшба. Сильная женщина, в которой соединялись несгибаемая сила духа, мудрость и нежность. Была требовательной к окружающим и в первую очередь к себе. Сама старалась всегда соответствовать заданной высокой планке во всем. Конечно, это очень большая потеря. И я не знаю, удастся ли нам восполнить эту потерю. Ну, будем, конечно, стараться и продолжить ее дела. Теперь на нас уже двойная миссия уже возложена. Вся ее жизнь была посвящена работе. Она изучала абхазский язык, его диалекты, грамматику. Много внимания уделяла истории языка, его проблемам. Десятки научных трудов, которые приближали к самым истокам древнего абхазского языка. Но сотни часов труда, тысячи листов рукописей доказывали лишь одно. До выяснения всех нюансов древней истории абхазского языка пока далеко. Ученым есть еще над чем работать. Особо я хотел бы отметить именно тот послевоенный период, когда, в общем-то, сотрудники оказались ни с чем. Я имею в виду, значит, не было ни здания, ни крыши, ничего. И в этот период вместе с Владимиром Владимировичем Дарсали сыграли решающую роль, чтобы коллектив не распался, чтобы люди пришли на работу. И они придумывали всякого рода мероприятия, конференции, чтения там и так далее, и так далее. И вот таким образом они заново сколотили коллектив, и институт заработал. Я считаю, что это выдающееся достижение, и поэтому это надо помнить и знать. И Эмма Киамыновна работала, не покладая рук. Она всегда была там, где сложнее всего. В ее биографии множество страниц посвящены национально-освободительному движению абхазского народа. И даже тогда она не оставляла науку. Очень хочется, чтобы там их души уже на том свете, чтобы там они успокоились, чтобы они там почувствовали, что мы не остановились на том, что ими было достигнуто, что у нас идет продолжение, что мы дальше работаем с молодежью. Мы все, кто ее знал, все, кто работал с ней, глубоко скорбим, сочувствуем семье и родственникам. Десятки лет Эмма Киамыновна проводила семинары, куда приходили молодые ученые, делилась с ними знаниями и опытом. И считалось, если на том семинаре ты выдержал экзамен Килба, у тебя есть будущее. До последнего она мечтала выпустить 5-томник «Наследие Умара Бейгуа». Более 10 лет она возглавляла этот проект. Первый том должен появиться на свет в этом году, но уже без Эммы Килба. Нисфарш Бельдар Дамиров, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В рамках проекта «День открытых дверей» 8 молодых людей, участников общественно-политической школы АПыза, познакомятся с рабочим укладом вице-президента Абхазии Виталия Габния. Такая программа стала возможна благодаря Государственному комитету по молодежной политике. Комитет осуществляет множество молодежных проектов, в которых принимают участие и первые лица государства. Репортаж Сарии Смыр. У нас прием практически каждый день, несмотря на то, что официально приемные дни обозначены это понедельник, среда, но по факту люди приходят, и мы их принимаем. В 11 часов нам необходимо поехать будет на соболезнование. В час дня у нас комиссия по досрочному освобождению. Все остальное текущий день по факту. Вот уже второй день именно так начинается рабочий день вице-президента Абхазии Виталия Габния. Он рассказывает молодым людям о рабочем графике дня и приступает к своим обязанностям. Айшат Ломи и Аляс Ардзенба – участники проектов Госкомитета по молодежной политике. Ребята оказались первыми в списке тех, кто проведет 2 рабочих дня с вице-президентом Абхазии. В администрацию президента они пришли как раз к началу рабочего дня. Студенты наблюдают за работой политика, задают интересующие их вопросы. Во-первых, они должны понять, как образовывается день, чем мы здесь заняты, поскольку, когда мы говорили с Денисом Соломко и Алясом Авицба, где ребята по одному дню должны были провести с вице-президентом, я сказал, это совершенно ни о чем, потому что не то, что недели, месяца даже не повторяющие, хотя бы, пусть это будет по 2 рабочих дня, вот у ребят всего-то были 1 день, из которых полновесным у них были половина рабочего дня, много что интересного для себя вынесли. Мне интересно их конечное резюме, вот то, что они ожидали, что для них было открытием. Аляс Ардзенба – студент 4-го курса юридического факультета АГУ. Молодой человек активно принимает участие в общественно-политической жизни страны и в проектах, организованных Государственным комитетом по молодежной политике. Совсем недавно он был участником школы общественно-политического актива АПыза. И благодаря именно этому проекту Аляс сегодня здесь. В обществе, когда мы находимся за пределами коридора власти, мы всегда любим критиковать власть. Но при этом мы не находимся здесь и не видим, что здесь происходит. Может быть, у меня тоже было такое впечатление до этого, но увидев вчера, то у меня уже мнение о власти поменялось, потому что это реально очень кропотливая и трудная работа принимать граждан, выслушивать их проблемы, одно заседание за другим. И наблюдается процесс того, что все-таки тяжело, но власти в лице первых руководителей государства, они пытаются из своих же ресурсов внутренних как-то помочь гражданам. Ребята имели возможность ознакомиться с графиком работы и ежедневными задачами 2-го лица государства. Они присутствовали практически на всех встречах, которые провел вице-президент в течение дня. По словам студентов, дни достаточно насыщены различными событиями. И все, что они увидят и услышат за эти дни, это опыт, который, возможно, пригодится в будущем. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Школа подготовки экскурсоводов в Гагре при научно-исследовательском центре Понту Кауказика проводит набор слушателей. И с 1 февраля здесь начнутся учебные занятия. Об этом сообщается на официальном сайте Гагарской районной администрации. Срок прохождения курсов – 3 месяца. Обучение платное. По его окончании выдается свидетельство государственного образца. Курсы могут пройти как действующие экскурсоводы, так и все желающие. Юные шахматисты из Абхазии по приглашению московского правительства примут участие в международном кубке по шахматам Moscow Open 2017, сообщает Апснепресс. Это крупнейший в Европе шахматный фестиваль, который пройдет с 26 января по 5 февраля. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет облачно с прояснениями, ночью и утром без осадков. Со второй половины дня возможен дождь. Температура воздуха ночью 4,6, днем 8-10 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.